Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня в программе телефоны для удобства пенсионеров. В Личкопе восстановили стационарную связь. Что предлагаем туристу? Специальный репортаж программы. Лидер 2015. Завершился оздоровительный летний лагерь в Аватхаре. Абхазия намерена исходить из действующих договоренностей в отношениях с российской компанией «Роснефть», заявил Интерфаксу президент республики Рауль Хаджимба. В абхазском обществе существуют определенные опасения в связи с возможной разработкой нефти. Этот вопрос для Абхазии совершенно новый, так как основой экономики нашей страны традиционно являются туризм и субтропическое сельское хозяйство, которые очень уязвимы с точки зрения экологии, заявил Интерфаксу президент Абхазии Рауль Хаджимба. Чтобы снять опасения в обществе, этот вопрос должен быть детально исследован. Поэтому я попросил парламент создать комиссию по изучению перспектив добычи углеводородов, а не идти по пути принятия закона о запрете геологоразведки и разработки нефти, заявил глава абхазского государства. Надеюсь, что выводы парламентской комиссии помогут найти оптимальное решение вопроса в интересах народа Абхазии и ее российских партнеров, заключил Хаджимба. Ранее компания «Роснефть» заявила о готовности приостановить все свои проекты в Абхазии из-за обсуждения парламентом республики возможности введения моратория на добычу нефти. В Государственном музее боевой славы к 14 августа, к дате начала Отечественной войны, готовят экспозицию, посвященную погибшим в первые дни столкновений грузинских оккупационных войск и абхазской армии. 18 ополченцев погибли за 3 дня – 14, 15 и 16 августа. Это Агрба Наур Анатольевич, Нарсия Валерий Георгиевич, Джинджоля Хиц Курнаимович, Богателя Нури Заурович, Квициня Валерий Гуадович, Ажиба Зураб Джотович, Ажиба Даур Чинчорович, Капш Юрий Самсонович, Габля Роман Отарович, Габуня Джемал Шотович, Адзенба Юрий Омарович, Хонеля Тимур Асланович, Дзизаря Даур Петрович, Бакеля Адгур Заканбеевич, Азакиш Валера Нурьевич, Звижба Батал Заурович, Саджатыпа Гарри Алексеевич и Кваранзе Андрей Илларионович. Сотрудники музея постарались собрать информацию о каждом из них, но она недостаточна. 14 августа – день начала агрессии Грузии против Абхазии. В эти первые 3 дня, когда еще была такая полная неразбериха, погибло 19 человек. 14, 15 и 16 числа. Мы хотели посвятить все-таки этим ребятам, о которых очень мало известно, и собирали информацию. К сожалению, вообще очень мало информации и в литературе, и на телевидении. Мы пытались найти родственников, но у некоторых вообще уже никого не осталось. Есть люди, о которых вообще ничего мы не смогли узнать. Но все-таки мы узнали, что какие-то родственники у кого-то есть. И мы поэтому просим всех, кто сегодня нас слышит, они знают сами, кто у них погиб. Мы просим информацию наиболее полную, потому что это не только на 14-е, мы вообще собираем информацию, наиболее полную информацию и фотографии хорошего качества. Артур Мигвабия поздравил министра обороны Абхазии генерала армии Мираба Кишмаря с днем рождения. Вы внесли неоценимый вклад в победу в Отечественной войне народа Абхазии, в развитие и становление абхазского государства. Пройденный вами жизненный боевой путь отмечен красной чертой в новой истории Абхазии. Вы достойно и с честью несете имя офицера и генерала Республики Абхазия, отмечается в поздравлении премьер-министра. Проселочные дороги в Гулиевском районе обретают новую жизнь. На их ремонт выделено 2 миллиона 200 тысяч рублей. С какими проблемами при восстановительной работе дорог пришлось столкнуться местной администрации, в материале Ренаты Шакая. Беда всех наших городских дорог – ямы. А вот проблема проселочных дорог – скорее отсутствие самой дороги. К примеру, за все послевоенные годы дорога, ведущая к селу Цабал, не ремонтировалась. По обрывистой и размытой дороге не ездит общественный транспорт. В селе около 200 дворов. Вот и добирались сельчане до города как могли. Дорожный фонд выделил Гулиевскому району 2 миллиона рублей на ремонт дороги, а районная администрация – 200 тысяч. На протяжении 3 месяцев шли восстановительные работы. Дорогу засыпали щебнем, очистили забитые стоки, вырыли новые водоотводы. Общая протяженность дороги, которая должна была отремонтирована быть, около 24 где-то. Работы были проведены по водоотведению. То есть дорога портилась в основном из-за воды, то, что ливневые эти
протоки, канавы, они не работали, не функционировали. Поэтому основная работа по очищению этих канав. Что касается дорог, ведущих в Мясниково, к спортивному комплексу и госпиталю в Гулю-Рипш, то капитальный ремонт здесь требуется давно, но денег нет. Поэтому произвели очередной недолгосрочный, но при этом весьма затратный, так называемый ямочный ремонт. Мы обратились в Дорожный фонд, который ежегодно делает нам отчисления. Дорожный фонд выделил нам 2 миллиона рублей. Дорогу начали делать снизу, начиная с села Мерхиул. От села Мерхиул довели практически до центра Цабала, но не хватило порядка 100 тысяч, которые были выделены уже с районного бюджета. Центральная дорога обошлась 2 миллиона 100 тысяч. По мере продвижения там населенные пункты, где люди просили в проселочные дороги тоже насыпь сделать им, эта насыпь обошлась порядка 60-70 тысяч. Как сказал глава Гулю-Рипского района Аслан Баратылия, работы по восстановлению дорог будут продолжены и в других населенных пунктах. Рената Шака, Саида Гухова, Абхазское телевидение. Для жителей села Личкоп Сухумского района с недавнего времени стала доступной стационарная телефонная связь. Несколько километров проводов, столбы и соответствующая техника были установлены в населенном пункте. О том, какие возможности открываются для сельчан благодаря этому, в репортаже Налы Мукба. Алло. Все послевоенное время жители Личкопа были лишены возможности пользоваться одним из самых дешевых видов телефонной связи – стационарной. Коммуникации устарели, а сохранившаяся часть проводов была попросту разворована. Население района обратилось к депутату округа Ливону Галустяну с просьбой помочь решить эту проблему. Они к нам обратились, и мы, собственно говоря, начали непосредственно реализовывать этот проект. Я искренне благодарен руководству городской телефонной станции, благодарен руководству госкомпании «Черноморэнерго», которая нам подсобила соответствующей техникой. И благодаря этим совместным общим усилиям нам удалось реализовать этот проект. И сегодня жители села Личкоп Сухумского района имеют возможность пользоваться телефонной связью, которая на данном этапе, как нам кажется, соответствует принципу цена-качество и очень удобно для местного населения. При поддержке депутата сотрудники Сухумского филиала «Абхазсвязь» приступили к работам. За небольшой промежуток времени вопрос был решен. Протянут кабель длиной в 5 километров. Установлены новые столбы и щиты. У нас особой техники такой нет, чтобы сами устанавливали эти столбы. Они очень тяжелые. Нам очень сильно помог Ливон Галустян. Он организовал всю спецтехнику. Там Суеса он просил. Машину, бурмашину, которую, чтобы в столбы ставить. Ребята работали в жару, очень тяжело это все натягивать, кабель тяжелый. С начала до конца мы все новое сделали. С развитием новых технологий и сотовой связи стационарные телефоны не потеряли своей значимости. Особенно удобна эта связь для пожилых людей, которые практически не покидают дом. Абонентская плата составляет всего 150 рублей в месяц. Уже около 50 семей в числе абонентов госкомпании. Для жителей села стационарная телефонная связь, помимо дешевизны, открывает новые возможности, в том числе и подключиться к сети интернет. Удобно, легко, набрал, дорого не обходится. Что 150 рублей или 160 заплатил, целый месяц звоню куда хочу, но только не в Россию. А так все удобства есть. Конечно, это намного удобнее. Сел с соседом, поговорил, сколько надо, столько и будешь говорить. В селе Личкоп продолжается процесс подключения жителей к стационарной связи. В скором времени все желающие могут стать абонентами Абхазсвязь. Нала Мукба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Курортный сезон в самом разгаре. В Абхазии, как в старые добрые времена, много туристов. Заполнены курортные объекты и частный сектор. Вместе с тем вопрос организации отдыха вызывал множество нареканий как со стороны отдыхающих, так и со стороны местных жителей. Но в последнее время, кажется, процесс двинулся с мертвой точки. Сегодня в Абхазию едет турист, которому есть что и с чем сравнить, и все чаще в нашу пользу. В условия отдыха, без сомнения, входит и организация досуга, развлечений. И здесь пальма первенства принадлежит Пицунде, где все чаще проходят различные фестивали, конкурсы и концерты. Об этом специальный репортаж программы, который вы увидите в нашем эфире сегодня, а сейчас небольшой отрывок из него. Пицунда завоевала мировую славу из-за уникального сочетания природно-климатических факторов, как один из самых живописных курортов Абхазии. В первую очередь благодаря заповедной сосновой роще. Даже в летний зной морские бризы и тенистые сосновые и кипарисовые аллеи сохраняют в Пицунде удивительную прохладу.
Здесь морская вода самая чистая и прозрачная на всем побережье Черного моря. Мы приехали из Татарстана, из далекого. С удовольствием сюда ехали. Мы здесь первый раз. Нам очень нравится, особенно воздух и просто безумно красивое море. Спасибо вам большое за гостеприимство. Нам очень нравится здесь. Если будет возможность, конечно, приедем. Мы собирали группу, мы приехали с друзьями. И я думаю, что мы не упустим возможность еще других друзей пригласить сюда и приехать в компании. Тут очень красиво, мне нравится природа, море, очень красивые пейзажи. Комплекс пансионатов «Курорт Пицунда» расположен в прибрежной полосе между морем и реликтовой сосновой рощей, на наиболее ценной в природном отношении территории. Именно поэтому в этом особенном месте часто отдыхают семьями с маленькими детьми. Успешно завершился летний молодежный образовательный лагерь «Лидер-2015». В горах Ауатхара он продлился 6 дней. Это второй поток лагеря, организованного Государственным комитетом по молодежной политике. В нем приняли участие 70 человек. Асида Малия продолжит тему. Сменился состав, но атмосфера осталась прежней, живой, яркой и летней, и самое главное – дружеской. Второй поток образовательного лагеря «Лидер-2015» принял 70 ребят и девчонок. Это молодые люди практически из всех сел и городов Абхазии. Мы в первую очередь хотели поднять в этот лагерь ребят, у которых еще нет подобного опыта пребывания в горах, опыта прохождения подобных лагерей. Из запланированных 60 нам пришлось привести этот лимит. Организаторы лагеря – Госкомитет по молодежной политике, а инициаторы его проведения – молодежное общественно-патриотическое движение «Молодая Абхазия». Второй поток лагеря пришел там же, где и первый – в горах Ауатхары. В течение 6 суток участники лагеря проводили свои дни на лоне природы. Утро начиналось с зарядки, а далее по расписанию. Программа лагеря насыщена образовательными, культурными и психологическими тренингами. Главная задача лагеря – выявление у молодых людей лидерских качеств. Сложные физические испытания, веревочный курс практически сразу же сплотил команду. Эта игра учит действовать в команде сообща. Я куратором работаю не первый раз с молодежью. В первом потоке был куратором, сейчас во втором потоке. То есть они сообразительные, умные, веселые, интересные, то есть друг друга очень сильно дополняют. В распорядке дня спортивные и интеллектуальные игры, походы в горы, образовательные лекции. Кстати, о лекциях. Те, кто их проводили, сознательно отходили от этого формата встречи с молодежью. Предпочтение отдавалось непринужденной обстановке. Каждому слову археолога Руслана Барцыц участники лагеря внимательно прислушивались. Речь шла об истории Абхазии, культуре, языке, этнологии и этнографии. Поход на высокогорное озеро Мзы запомнился ребятам больше всего. 13 километров преодолели за 7 часов. Тяжелую физическую нагрузку выдерживать удавалось не всем. Но самое главное, в команде все друг друга поддерживали. Всего за 6 дней пребывания в горах молодых людей объединили теплые дружеские отношения и незабываемые эмоции. Все ожидания оправдались. Безусловно, было хорошо. Переняли большой опыт и очень полезную информацию узнали от своих кураторов. Этот лагерь познакомил меня с множеством новых людей, прекрасных, замечательных, добрых и хороших людей. Я научился более лучше работать в команде с нашим отрядом. Ну и, пожалуй, тренинги, которые были очень полезны. Эта неделя неполная для меня была самой счастливой в моей жизни, можно сказать, потому что я подружился здесь со многими. Дипломы участника летнего образовательного лагеря «Лидер-2015» вручили на церемонии праздничного закрытия, в которой принял участие вице-президент республики Виталий Габня. За те 6 дней, что вы провели, каждый день из которых запомнится в вашей жизни, я уверен, навсегда. Мы сегодня в той небольшой компании, в которой приехали, мы сегодня вернемся домой и будем спать в гораздо более комфортных условиях, чем вы. Но это один из многих-многих тысяч дней, которые так и не отложатся ни в душе, ни в мыслях никак. И будем завидовать, не к слову сказано, к вашим коврикам, к вашим палаткам и того, что... Молодые люди, а это школьники и студенты, были переполнены яркими эмоциями. Можно с уверенностью сказать о том, что главная цель лагеря – приобретение молодежью новых знаний и лидерских навыков – достигнута. Асида Малия, Абхазское телевидение.
Завтра, 4 августа, в Сухуми пройдет арт-фестиваль «Эвкалиптовый ветер Абхазии», который ежегодно проводит столичный комитет по вопросам молодежи и спорта в рамках проекта «Сухум глазами молодежи». В 10 часов утра конкурсантам, а это все желающие принять участие в фестивале, в здании комитета будут предложены темы по направлениям: изобразительное искусство, художественное фото, поэзия, инсталляция, скульптура. А вечером в 18 часов по условиям фестиваля участники должны представить комиссии свои работы, которая оценит их и определит победителей. Они будут объявлены в среду 5 августа. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 7 августа. В прямом эфире министр ответит на ваши вопросы. Уважаемые телезрители, вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Кроме того, каждый четверг с 6 до 7 вечера у колоннады на набережной Махаджира в Сухуме вы можете записать свой видео-вопрос министру. Итак, в эту пятницу 7 августа гость студии министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. Впервые в республике состоялись международные скачки на Кубок президента Абхазии. Турнир прошел накануне на Бзыбском ипподроме. Его организовали Государственный комитет по спорту и Федерация конного спорта республики. Помимо абхазских спортсменов в турнире приняли участие представители Северного Кавказа и Краснодарского края. Обладателем Кубка президента стал жокей Анзор Саманджия из села Лыхны Гудаутского района на скакуне, принадлежащему Алхасу Лакоба. Ему и вручил президент Рауль Хаджимба главный приз. Призовой фонд главы государства составил 1 миллион рублей, из которых 500 тысяч были вручены владельцу главного приза, 300 и 200 тысяч занявшим второе и третье места. В тот же день были разыграны призы на Кубок администрации Гагарского района, а также Госкомитета, диаспоры и известного абхазского спортсмена Харлама Симония. Победителям заезда были вручены денежные премии. Организаторы планируют сделать турнир на Кубок президента Абхазии ежегодным. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 62 рубля 47 копеек. Евро 68 рублей 58 копеек. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью 23-25, днем 31-33 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.